пожалуйста, занимайте свои места. Попрошу отключить сотовые телефоны, поставить на беззвучный режим, потому что сейчас вам будет представлен мини-спектакль, который мы подготовили с вашими друзьями, со студентами Славянского университета. Для них это первый опыт выхода на сцену, поэтому я попрошу всех поддержать их. Выключите звук, чтобы не отвлекать нас, зрителей, вас, дорогие друзья, и наших дорогих артистов. И для того, чтобы начать спектакль, я предоставлю слово автору идеи, автору сценариста и идейному вдохновителю в целом Ларисе Львовне Хоперской, директору Центра евразийских исследований. Я волнуюсь уже все. Дорогие гости, большое спасибо за то, что вы пришли, уделили нам внимание. Мы готовы представить вам плод своего труда, не очень длительного. Буквально с 1 октября существует наш центр. Вот Владимир Иванович подписал в конце сентября приказ о его создании. И, по-моему, тогда же, с 1 октября, Центр эстетического воспитания, волею судьбы, мы с Галиной Сергеевной, заслуженной артисткой Киргизской республики, актрисой Русского драматического театра, если кто-то не знает ее регалий, оказались в одном кабинете, и наше пребывание в этом кабинете недолгое увенчалось идеей совместного проекта, который мы постарались реализовать. Ну и как мы это сделали, сегодня вы увидите. Студенты откликнулись на наш призыв. Очень много, скажем так, работали, репетировали. Многие ребята выходят на сцену впервые. У нас был уже предпремьерный показ, сегодня у нас премьера. И я попрошу каким-то шероховатостям быть снисходительными, но мы очень старались и хотели подарить вот такой подарок к Новому году всем присутствующим и одновременно напомнить, что ровно 30 лет назад распался Советский Союз, образовалось Содружество независимых государств, а спустя несколько лет, с 1 января, вступил в действие 2012 года Евразийский экономический союз, а Кыргызстан вступил в него в 2015 году, с 1 января. Вот все эти даты, декабрьские, январские, политические, значимые, мы тоже каким-то образом попытались отразить в нашем спектакле. Сейчас несколько слов о тех, кто принимает участие. Это все студенты, но пофамильно положено представлять. Мы программку напечатать, к сожалению, пока не смогли. И я хочу сказать, что в спектакле использована музыка советских композиторов и зарубежных, известная. Использованы некоторые знакомые вам сюжеты, плагиата нет. Но вы увидите какие-то переклички с филатовскими произведениями, которым, кстати, Филатов юбилей, на днях у него исполняется ему 80, да? Лет. И можно тоже сказать, что и этой дате это посвящено. Но мы будем работать дальше, у нас уже планы давать гастроли, в частности в Национальном университете, потом, наверное, в Воробаевском, в ДИП-академии. Но посмотрим, как все это пойдет. А пока вот Галина Сергеевна представит наших артистов. Коллеги, друзья, я, конечно, немного даже удивлен, какой молодой задор у нашего профессора Ларисы Львовны. Я поражен, честное слово. Если бы наш профессорско-преподавательский состав так активно вмешивался и входил в совместную жизнь с нашими студентами, мы могли многое получить. Но вам обоим хорошей работы. Спасибо большое. Мы старались и будем стараться дальше. Я бы хотела еще призвать вас к дальнейшей дискуссии по поводу увиденного, потому что очень хочется услышать ваше мнение, ваши вопросы, что-то, что станет непонятным, может быть, наоборот, вызовет какие-то эмоции. Мы очень надеемся на диалог с вами, дорогие зрители. Ну что ж, мы начинаем.
намек. Нашим зрителям урок. Может, правда, может, нет. Скрыт во времени секрет. Весь распада и раскола минуло уж 30 лет. Понастроили границы. Даже куму не пробиться. Аж 15 государств и 15 аж гражданств. Лет прошло немного, немало, но суверенная власть в новых странах захромала. Поползли служки про всякие страсти. Короче, наметился кризис власти. Что власти делать с народом, который сидит без дохода, проводит митинги и демонстрации? Пригласили тогда интеграцию. Это виданное дело. Всюду тут у нас барьеры, на работу не попасть, и товар не переслать, даже банков не открыть, инвестиций не вложить. Это дело не пойдет. ЕС всех сметет, наши силы сопряжет. Будем двигаться вперед. Чтоб работник не страдал. Чтоб товар не пропадал. Чтобы ширились услуги. И вращался капитал. Слушайте меня, народы, я дарую вам свободы. Я не дам вам развиваться. Мне не надо интеграции. Чтоб единство не сбылось, я меж вас во всей разе! Ты особо не старайся, лучше мне не попадайся. Ведь не всякий афоризм пробуждает гуманизм, а иные афоризмы тянут и на терроризм. Злобный я коронавирус, всех помножу я на минус, я коварный, я ковид, вам меня не победить? Да! Для победы интеграции я прибегну к вакцинации.
На пространстве бывшем с ночи до утра ищет свою нишу трудовой века. Его работодатель безнадежно ждет, на пространстве бывшем обоим не везет. Дом в Москве не строится, А мечты письмо, когда же все устроится? и будет диалог, когда к работе общей мы сможем приступить, и гидроэнергетику удастся возродить. Вроде не бездельники и могли бы жить, нам бы все барьеры те взять и отменить, нам бы все барьеры те взять и отменить, и союз таможенный скорее заключить. Проходи скорее, сыр, тот, который весь из дыр. Я товар, я парень славный, долгожданный вот и славный. Приглашаю я на пир новый евразийский мир. С интеграцией без пошлин в каждый дом я захожу, и своим друзьям товаром я дорогу проложу. От сосны и дубов, как посланник добра и народа кормилец, через преграды таможен, торгов и постов, ты ко мне прилетаешь, беловежский гостинец, ты проходишь свободно и без пропусков. Белорусский привет, беловежский гостинец. Услуги, мы с товарами подруги, мы поддержим вас, ребята, в банках и нотариатах. Утолим ваш интерес к разным вузам ЕАЭС. Спасибо, интеграции. В евразийской стороне, что на полпланеты, предстоит учиться нам в университетах. Много сил, много лет проведем мы вместе, сохраним святой обет евразийской чести. Знаем, не придет, когда позабыв невзгоды, в целом мире воплотим ЕАЭС свободы. Верим в день, придет, когда отогнав невзгоды, в целом мире воплотим ЕАЭС свободы. Мне друзья со всей планеты шлют признания и приветы. Евразийские свободы привлекают все народы, потому что, минуя границы, к нам свободно идут инвестиции. Цеха встают кварталы и заводские корпуса, и заводские корпуса. Могу назвать вам адреса, а без меня тут ничего бы не стояло, тут ничего бы не стояло. Когда бы не было меня, тут ничего бы не стояло. Когда бы не было меня.
перекрасе плотина стала, помчится бешеный поток, помчится бешеный поток и даст река надежный ток. А без меня река бы толку не давала, река бы толку не давала, когда бы не было меня. Что печалишься, Кунтор? У тебя сейчас затор? Грусть, тоска меня съедает, одолела молодца, слушание, суды, разборки и упреки без конца. Брось, Кунтор, душа моя, это все галиматья. Сокрушаться погоди, свои страсти охлади, на соседей погляди, в общий круг друзей входи, а уступок и поблажек ты от Запада не жди. В заключение скажу, я единством дорожу. Мой ресурс – многообразие. Будем строить большую Евразию. Весело шагать по просторам евразийским, по просторам, и, конечно, выпивать лучших норам, лучших норам, лучших норам. Нам союз построить крепкий очень хочется, и на этом мы должны сосредоточиться. Когда мир наш перейдет в многополярности, интеграция заслужит благодарности. Вместе весело шагать по просторам евразийским, по просторам, и, конечно, припевать лучших норам, лучших норам, лучших норам. Вот и сказочки конец. А кто понял, молодец!